Что предшествовало Отечественной войне народа Абхазии? Как общество сумело консолидироваться накануне конфликта? Каковы были начальные этапы организации обороны? В чем заключались поддержка со стороны народов Северного Кавказа и действия диаспоры? Эти и другие темы обсуждались на круглом столе, посвященном началу Отечественной войны народа Абхазии. На нашей встрече присутствуют люди, которые принимали непосредственное участие и самое активное участие во всех событиях, имевших место накануне войны и в ее ходе. Мы услышим ценнейшие свидетельства очевидцев и участников тех судьбоносных событий, итогом деятельности которых стала победа нашего народа в этой тяжелейшей войне и как результат воссоздания независимого абхазского государства. Победа народа Абхазии была бы невозможна без сплочения всего народа, без умелого и решительного руководства ее выдающегося лидера Владислава Ардзинба, без самоотверженности бойцов абхазской армии, не щадивших жизни в борьбе за свободу страны, без бескорыстной помощи братских народов Северного Кавказа, адыгов, абазин, чеченцев, осетин, дагестанцев, поддержки абхазской, черкесской диаспоры во всем мире, без помощи добровольцев из России, Приднестровья, Южной Осетии. Все эти усилия слились в единый кулак, который в конце концов отбросил врага за пределы священной территории Абхазии с тем, чтобы никогда больше не возвращаться. Депутат парламента Леонид Лакербай рассказал о событиях, предшествовавших войне, и отметил переломные этапы национально-освободительной борьбы абхазского народа. Другим событием важным я бы отметил тот сход, который имел место 18 марта 1989 года, Лыхненская так называемая сход, который принял обращение. Абхазия должна быть самостоятельной республикой. А 9 апреля 1989 года, в Тбилиси прошел митинг. Главная цель этого митинга была фактически ликвидация абхазской автономии. И вот показательно то, что говорил Звят Гамсахурдия, что абхазской нации вообще не существует, что мы поможем им самоопределиться на родине, на Северном Кавказе, туда, откуда они пришли. То есть идеи Ингорокова в новом освещении были преподнесены господином Гамсахурдия. Одним из значимых событий национально-освободительной борьбы стало создание Народного форума Айтгалара. Организация объединила практически все народы, жившие в Абхазии, а также все общественно-политические организации, кроме грузинских. Создание Айтгалара – это был процесс, который в период, когда началась вот эта перестройка, и появились новые надежды на справедливое решение вопросов национальных наших, которые в течение многих лет стояли перед нашим обществом. Вот эта организация – итог длительной вот этой борьбы всего абхазского народа, многих поколений. О планомерной антиабхазской политике со стороны Грузии рассказал общественный и политический деятель Сократ Джинджолия. Почему им нужно было начать войну? Вы помните отношения наши с грузинами в течение многих веков, они складывались по-разному, тут историки знают, лучше меня могут сказать, но все вело к тому, что наше присутствие на нашей земле, Абхазии, для них было большим несчастьем. Они хотели освободить эту землю от абхазов. Делали все для того, чтобы, вспомните, даже вот период, который близок к нам, Советскому Союзу, в 1921 году СССР Абхазия была, в 1921 году. Через месяц буквально она стала договорной в составе Грузии. Какие-то права остались там. В 1931 году, через 10 лет, Абхазию вообще лишили всяких этих прав и сделали автономной республикой. Это единственный народ, единственная республика, статус которой постоянно понижался. О попытках грузинизации Абхазии рассказал общественный и политический деятель Нателла Акаба. Я работала в Абхазском государственном университете, преподавала всеобщую историю. И там было 3 сектора, наверное, вот многие люди знают, русский, абхазский и грузинский. И вдруг грузины, когда эти начались такие антиабхазские у них настроения, они потребовали, чтобы создали грузинский университет в Сухуме. И они обратились к властям грузинским, и они согласились. И решили открыть в Абхазии филиал Тбилисского государственного университета. И очень это нас тревожило, потому что, как вы, наверное, многие знаете, тогда уже
давно был открыт еще в 1952 году Грузинский институт субтропического хозяйства. Это то, в помещении которого сейчас находится Абхазский университет. И это привело к тому, что в Грузию, в смысле из Грузии в Абхазию переехали более 4000 человек. На встрече выступали и другие общественные и политические деятели, непосредственные участники и свидетели событий, предшествовавших войне. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Камила Джопо, Абхазское телевидение.